В честь 30-летнего юбилея коллектив Оросунского народного театра имени Дмитрия Егоровича Иванова поставил иммерсивный спектакль про единственную женщину Верхневилюйского улуса, которая была награждена орденом Ленина. Очень сложную, полную препятствий жизнь Христины Антоновой показали в 6 картинах. Так как спектакль иммерсивный, зрители тоже участвовали в некоторых моментах. Это нововведение понравилось всем. Совсем другие впечатления получили и артисты, и гости театра. Наш герой Антонова Христина Михайловна, она у нас уроженец Оросунского наслега Верхневилюйского улуса, она труженица колхоза и единственный кавалер ордена Ленина. С архива взяли некоторые моменты и, поговорив с родными, с родственниками Христины Михайловны, у нас получился очень даже интересный сценарий. Сценарий написала нам Майтухонова Айталина Михайловна. Она нам очень помогла. И вместе с нами работали с Якутска Антон Батаков, режиссер театра юного зрителя. Он нам очень даже помог. По совместительству с режиссурой я ей еще играла и роль Кристин среднего возраста. Было очень трудно, но, наверное, мы все-таки добились, о чем мечтали. В нашем спектакле очень помогли родственники Кристины Михайловны, дети Галина Капитоновна и Клара Капитоновна. И Виктор Капитонович тоже очень помогли. Для удобства передвижения артистов сделали 2 сцены с проходом. Работа со светом, живая музыка придавали еще больший эффект перемещения зрителей в другое время. Много рассказали о том времени и танцы. Директор клуба сама ставила их для девушек-доярок и детей советского времени. Помимо артистов Народного театра и активистов Оросунского наслега, одну из главных ролей сыграл внук Кристины Михайловны Илья. Как только ему рассказали о спектакле и предложили роль, он с радостью согласился и приехал из Якутска. По ходу репетиции не только вспоминал о бабушке, но и узнал много нового. Меня зовут Илья Котоконов. Я в этом спектакле играю роль что-то вроде посредника между мирами. Вот, я являюсь внуком Христины Михайловны Антоновой. И когда вот мне весной еще сказали, что будут ставить спектакль, и мне предложили роль, я согласился с радостью, так как еще в детстве я, когда учился в школе, играл разные роли в Народном театре. Спектакль первый прошел очень хорошо. Вообще мне очень понравилось, как задумка режиссера, сценариста. И это знаковое еще то, что в этом году поставили этот спектакль, то, что в Верхневилюйском улусе объявлен год патриотизма. А моя бабушка была очень патриотичным человеком. Я свою бабушку помню очень энергичной, такой боевой женщиной, вот, воплощение стального поколения, людей стального поколения. И вот то, что она за свою жизнь и учителем была таких писателей, даже как вот Семен Руфов, учителем была, председателем колхоза, в лагерях побывала по 58-й статье по ложному обвинению, а после все равно духом не упала, а вот еще сильнее начала работать и заслужила орден Ленина.
Вообще спектакль ставили, ну, на мой взгляд, всем районам, начиная от управления культуры Верхоневильского района, администрации Русунского наследия, ну, театр Русунского наследия и все родственники, дочеря, вот, внуки, все, сыновья, все помогали. Вот вообще весь спектакль вот, задуман так, как ну, она за один спектакль рассказывает всю свою жизнь. Это начинается 1920 года, ну, это военные времена, послевоенные времена и уже 21 век. Вот это за один спектакль, за 50 минут. Вот все, режиссер это все воплотила сценаристом в реальность. Я в Якутске работаю руководителем организации, производственной организации. И специально вот на спектакль приехал заранее за неделю, репетировали. И вот 2 раза в селе поставили, где родилась и работала Кристина Михайловна. А сегодня вот в театре Ломко в Верхоневильске. Ну, вообще этот спектакль, вот, на мой взгляд, как сценарист написал, это о силе духа женщины. Вот то, что она, ну, пройдя такие, ну, непростые времена, что ее оболгали по такой статье, еще в лагерях была, и все равно она вот не потеряла веру вообще вот в коммунистический строй. Но я бы как был ее внуком, и поэтому помню, как она очень, ну, так очень патриотично вообще относилась к своим временам, рассказывала всегда с гордостью. Ну, вот, и будущим поколениям пока показывает, какие сильные характером люди жили. Молодое поколение, вот, значимость таких орденов, как орден Ленина, Красной Звезды, не очень понимает. Даже я, вот, когда был маленький, я не осознавал и не понимал вообще, ну, какая это гордость и что не просто так получить этот орден. Вот. Ну, я сейчас, когда молодому поколению объясняю про ордена или про вот эти заслуги, я говорю, это как супергероем. Человека делают супергероем и у него, ну, за определенные заслуги. И, ну, для таких орденоносцев всегда, вот, ну, в советское время точно, вот, всегда везде были открыты двери. Потому что это своим трудом люди, которые показали вот, очень большие такие результаты в производственной деятельности. Я лично от себя хотел бы поблагодарить всех, кто участвует в сегодняшнем мероприятии. Очень такая большую благодарность передать от всей семьи. Вот. И желаю этому спектаклю, чтобы его еще раз показали уже публике там, в Якутске, ну, в других местах. Потому что это мотивационный спектакль. Яркие эмоции испытали не только зрители, но и самые молодые артисты. За очень короткое время они успели проникнуться сценарием и очень старательно отыграли все свои сцены. Я участвую в спектакле «Ордена кавалера Ленина» Кристины Михайловны Антоновой. Мы поддерживаем одноклассников Карина Котоканова и Иванова Максима. Мы глубоко ценим истории Кристины Михайловны. Я играл в очень простую роль, а именно советского ребенка, и играл роль друга детства Кристины Михайловны. Было весело во время репетиции, и было интересно наблюдать за другими. Я играл со всеми одноклассниками, особенно с мальчиками, с Сергеем, Степой, но одноклассниками, порой другом детства, а именно с Ильином Родионом играл. Одежда советских детей. Я, конечно, не особо, любитель, можно сказать, моды. Обычная одежда, как по мне. На самом деле, мне довольно понравилось быть артистом. Хоть и, конечно, очень, застенчивый, но все же я попытался играть, и мне понравилось. Да и фактически это легкая была роль. Без текстов и так далее. Это спектакль про Антонову Христину Михайловну. Я там сыграла ее сестру, младшую Матруну.
Мне очень понравилось. Было сложно, но мы справились. Я играла с своими одноклассниками. Я думаю, что прошло хорошо. Мы репетировали это 1 неделю. Мы сначала играли в прятки на сцене, потом мы ели сахар. Я думаю, там была очень тяжелая жизнь, потому что там было мало других продуктов, было сложно их добывать. Все атрибуты и вещи на сцене, будь то посуда, комод, часы, одежда, которую носили артисты, это все личные вещи Христины Михайловны. Даже орден Ленина специально привезли для спектакля ее дети. Роль пожилой Кристины сыграла Нюргияна Наговицына. Грим она делала сама, а длинные монологи и сложные переходы выучила за 1 неделю. Я играла пожилую Кристину. Ну, роль мне далась, конечно, не очень легко, потому что прочувствовать эту роль, жизнь, это очень сложная работа, по моему мнению, но я думаю, мы справились. Потому что у нас режиссер хороший, сценарист хороший, ну и актеры тоже содействовали. Поэтому все получилось, я думаю. Ну, естественно, очень помогло вот ее вещи, там, фотографии, ее личные вещи, вот стаканы, там, ну, приборы, да. Все эти реквизиты дала ее дочь Галина Катаконова. Ну, все очень совокупно, все, я думаю, все получилось. Вот последний монолог пожилой Кристины мне дался очень сложно, потому что все это надо было прочувствовать, всю ее жизнь, все ее тяготы, то, что у нее накопилось на душе. Она же была очень такой жизнепозитивной женщиной. И вот когда она приехала на родную землю, вот как ее встретили, вот это надо было показать зрителю. Это было очень сложно, но я думаю, считаю, что у меня получилось. Вот эти монологи, которые мне дали, они были длинные, но если вот действительно, вот как говорится, прочувствовать, то можно сразу показать. Антонова Христина Михайловна гордится родной Яросунский наследие и весь Верхневлюйский улус, что с большим почтением показали на этом спектакле.